Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! 68-й выпуск. Сегодня мы будем обсуждать тему наших любимых домашних животных, в частности кошек. Вот у кого есть кошка дома, это не просто у вас есть кошка дома. Кошка – это оберег. А вообще считается, если у тебя дома есть трехцветная кошка, то это к счастью, к благополучию, у тебя все будет отлично. Ты знаешь много примет. Наверное, ты их где-то прочитала. Интересно, где? Сейчас можно прочитать такие интересные факты про кошек. А ты веришь, что кошка дорогу там перебегает, и нельзя проехать или пройти? Ну, что плохое что-то случится? Нет. Не веришь? Я в это не верю, но буквально лет 5 назад, наверное, у нас дома была чисто черная кошка. И она перебегала просто на 25 лет вперед. Нет, у нас была черная кошка, и всегда, когда я собиралась на учебу, она когда вот так, бежит, получается, из зала в комнату, я говорю: мам, кошка дверь перебежала, я говорю, идти нельзя, может, не пойду сегодня на учебу? Это все объясняется. Сегодня мы в гостях у семьи Сидельниковых, и сейчас нам Владимир расскажет о своем коте побольше. Одним грустным вечером Владимир, сидя в далеком городе Бугуруслане, наткнулся на объявление о раздаче котят. На выбор ему предложили спокойного и бешеного котенка. Владимир выбрал самого дикого. Теперь Симба – это полноценный член семьи, дружелюбный и своенравный кот, требующий внимания, игр и, конечно, еды. Симба. Это породистый бугурусланский рогопил называется. Ну, он был страшненький котенок сам по себе. Такой весь какой-то взъерошенный постоянно, глаза бешеные. У нас нет таких отношений, как обычно хозяин и питомец, да, типа ты мой кот, ты мой раб. Но скорее даже наоборот, я его раб, нежели он мой. Когда он был маленьким, котенком совсем, ко мне приходили друзья, его прозвали Сатаной, потому что он действительно нападал на всех, сразу кусал, когтями рвал и так далее. Я с самого детства его кормил, и он к этому делу очень сильно привык. Теперь, когда даешь ему колбасу какую-нибудь, нормальную человеческую еду, он уже так, типа, что это такое? Дайте мне моего корма. Он как собака. То есть собака, верный пес, он тебя всегда встречает, махает хвостом, радуется. Вот это то же самое. А за что любишь своего кота? За то, что он такой крутой балбес, наверное. Давайте перейдем к следующей нашей теме. Давай. У тебя очень хорошо получится сказать это слово «сложное», гидрометеоцентр. Да, гидрометеоцентр. На самом деле мы, когда придумывали, какой же сюжет показать нашим зрителям, мы сошлись на том, что это будет как нельзя более подходящий выбор. А все почему? Потому что когда людям не о чем говорить, о чем они говорят? О погоде. Вот с этими людьми этот фокус не пройдет. Потому что ты ведь не будешь говорить о работе с человеком, который работает с погодой. Ты хочешь поговорить с человеком о погоде, а говоришь о работе. Я запутался. Погода такая интересная штука. Я думала, что вот если я живу в Якутске, вот в телефоне же есть у всех приложения, то есть там осадков не ожидается. Я думала, везде их не ожидается, то есть вот рядом, потому что я живу, например, в Кангаласах. Микрорайон Кангаласы, это не прям так уж далеко от Якутска, там вообще реально другая погода. Я с утра просыпаюсь, сугробы. И только я проезжаю 5 километров, и все, и снега вообще нет. Вот люди определяют погоду по приметам. Многие до сих пор, несмотря на то, что есть специальные прогнозы погоды. Есть специальный Росгидромет для этого. Специальный Росгидромет, да. Я точно знаю, что если на закате солнце яркое, такого красного отлива, то будет холодно. На следующий день? Да. А у меня есть примета, которая подойдет и к предыдущему нашему сюжету, и к этому. Дело в том, что если кошечка щиплет травку, то это к дождю.
Практически у каждого из нас день начинается с поиска информации о погоде. Ведь от этого зависит многое. Во что мы оденемся, пойдем пешком или воспользуемся транспортом. Да и настроение имеет свойство подстраиваться под погодные условия. Наша съемочная группа побывала в гостях у сотрудников Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Эти специалисты занимаются сбором и анализом информации, которая и определяет прогноз погоды. Каждые 3 часа на каждой станции метеоролог выходит на площадку для того, чтобы измерить все параметры. Температуру, давление, наблюдает за облачностью. И все это в кодированном виде собирается. У нас здесь центр есть сбора информации. Следующий этап – нанесение полученных данных на специальные так называемые карты погоды. На карте отмечают циклоны, антициклоны, движение ветра и давление. Природа, вот знаете, как бы все равно человек не считает себя царем природы, а ей есть что сказать. И она говорит то, что хочет. Чисто как синоптик могу сказать, когда даешь прогноз, а потом в течение суток наблюдаешь за погодой, и оправдывается все тютелька в тютельку, удовлетворение моральное – это вот, ни с чем не сравнимое. Вообще на территории Якутии расположена 101 метеостанция. 44 из них труднодоступны. Туда можно добраться только зимниками или вертолетами. На станциях пользуются рацией и даже азбукой Морзе. Они же там заготавливают дрова, заготавливают лед. Они благоустраиваются, где возможно чего-то, они чего-то выращивают там. Они охотятся, они рыбачат. Кто-то действительно вот едет за романтикой, а кто-то любит лес, там, тайгу, реку любит. Особенно иногда выезжают семьями. Вот молодые семьи. У нас каждый год заезжают. Вот в этом году, по-моему, человек 30 поехали на разные станции. Специалисты советуют ориентироваться на профессиональные прогнозы от Якутского гидрометцентра. Этими прогнозами пользуются наша авиация, энергетики, работники речного флота и другие серьезные организации. Эти прогнозы наиболее точные, в отличие от тех, что распространяются в наших смартфонах и на различных интернет-порталах, где источником прогноза могут служить частные метеослужбы. Несмотря на ограниченное финансирование, здесь работают профессиональные синоптики старой закалки. У большинства людей, кто работает, здесь входная запись трудовой книжки. После окончания учебного заведения пришли сюда, так и остались. Нашу работу, если вот в нее попал в струю, в нее влюбляются, и люди остаются работать на долгие-долгие годы. Следующий наш сюжет посвящен приезду в город известного рэп-исполнителя Левана Горозии, то есть Элвана. Действительно мало таких людей, тем более из Якутска, которые могли бы благодаря своему таланту выйти вот на такой уровень профессиональный, качественный, мне кажется. И насколько я знаю, он еще с самого детства же был такой... Заводной парень. Заводной парень, то есть он там и КВН, и баскетбол, там, спорт получается, и музыка, и телевидение. То есть он такой разносторонний, интересный человек. То есть меня такие люди вызывают вообще уважение. Его обожают и дружат с ним. Это здорово. Так что нам тоже надо с ним подружиться. Мы же тоже движовые. Ты с нами не пойдешь. А самое ироничное, что это вы со мной не пойдете. Ну что ж, спасибо большое, что ты согласился дать нам интервью. Дело в том, что, наверное, про музыку мы сегодня не будем говорить, потому что все, наверное, уже задали тебе вопросы, какие только возможны. Нам бы хотелось в первую очередь услышать о твоем жизненном пути, тем более, что так уж получилось, что я учился в том же институте, что и ты, на станции Метрополянки, на параллельном курсе. Прикольно. И... На режиссуре? Да, и Гамалея тоже меня как бы... Тренировала. Поэтому не понаслышке знаю. И вот расскажи, пожалуйста, как же так получилось, что ты сначала... Да, более того скажу, я сначала поступил в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге есть такой институт, который в народе называют холодильником. Но по счастливой случайности, теперь уже я именно так могу выражаться, я не поехал туда. Остался в Якутске, и что, наверное, в какой-то мере предопределило мою судьбу и мой жизненный путь.
Я остался здесь, поступил на филфак. Отучился на филфаке два курса и благополучно бросил этот институт и поехал поступать заново в Москву. Поступал как раз в институт, о котором ты говоришь, на Полянке. Поступил на факультет журналистики, после чего где-то после второго курса я, по-моему, перевелся на заочку и полностью уже себя посвятил музыке, потому что прислушался к своему отцу, который сказал, тебе стоит посвятить, наверное, все-таки чему-то себя одному. Это, наверное, был самый лучший совет в моей жизни. Прием, 24/7, клубы, концертные залы ждут от меня новостей. Вау, танец локтей, вау, танец локтей. Все выпускаем сегодня наружу своих зверей. Ну, слушай, ты, получается, работал на радио, и получается, что работа предопределила курс твоего поступления в плане вуза? Нет, безусловно, конечно, потому что работа в СМИ уже начиналась во время того, когда я учился еще в школе, в 10 классе. Я уже начал работать на радио здесь, и потом работать на телевидении, также здесь. А насколько это вообще важно, по-твоему, высшее образование? Ну, безусловно, это очень хороший плюс. Особенно, наверное, для тех молодых людей, у которых нет рабочего опыта, скажем так. Тот опыт, который ты получаешь за время обучения, 100% пригодится. Поэтому, безусловно, получать высшее образование надо. Быть первым, будь первым, будь первым. Рискни всем, стань первым, стань первым, стань первым. Бей точно, бей сходу, бей первым, бей первым. Бери свое и будь первым, будь первым. А посоветовать что могу? Безусловно, учиться, безусловно, не откладывать в долгий ящик все свои мечты, потому что они могут случиться и завтра, и послезавтра. Стремиться к своим целям, окружать себя людьми творческими, целеустремленными, жизнерадостными, потому что от твоего окружения зависит очень многое. Какое твое окружение, такое, собственно, скорее всего, и ты. Это где-то в твоей голове, это где-то внутри твоих вен. Делать максимум лежа на дне, с самого детства стремиться наверх. Ну что же, наша программа подходит к концу, и для вас от нас есть очень важное сообщение. Да, друзья, мы продолжаем набор корреспондентов в нашу телепрограмму. Поэтому пишите в наше сообщество ВКонтакте, оставляйте свои заявочки, номера телефонов. Мы будем очень рады новым коллегам. Да, мы будем ждать. А с вами была программа «Пропеллер», 368 выпуск. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока. Let's kick it.